Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Шара. Президент Абхазии и главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжания посетил подразделения, входящие в структуру СГБ МВД Абхазии. В частности, Аслан Бжания встретился с личным составом 9-го отдела СГБ, ознакомился с условиями несения службы бойцов, которые, в свою очередь, продемонстрировали президенту вооружение, а также показали спортивный зал, отремонтированный своими силами. Как сообщил Аслан Бжания, сотрудникам силовых структур с 1 января 2021 года повышена заработная плата минимум на 70%. Надо отметить, что заработная плата не повышалась с 2008 года. Выплаты начнутся весной текущего года. Аслан Бжания провел оперативное совещание с участием командира подразделения. Затем глава государства посетил Центр специального назначения СГБ Абхазии. Начальник ЦСН Джона Тумава доложил о текущей деятельности Центра, на мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, техническом оснащении базы. Президент осмотрел имеющиеся на вооружении Центра образцы оружия и техники, после чего глава государства провел оперативное совещание. Президент Абхазии посетил и специальный отряд быстрого реагирования МВД, где провел оперативное совещание с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар, в Рио председателя СГБ Роберта Киут и замминистра МВД, командира СОБРа, подполковника Рача Цвижба. Указом президента Аслана Бжания за многолетнюю трудовую деятельность в области связи и массовых коммуникаций, высокий профессионализм, Станислав Иванович Лазарев награжден орденом Ахзапша 3-й степени. За последние двое суток в республике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 6 пациентов. Число летальных случаев достигло 178 человек. Практически каждый день кто-то из наших близких или знакомых погибает от этой болезни. В чем же дело? В больницах не хватает рук и препаратов, либо коронавирус стал агрессивнее и опаснее. Об этом материал Сарии Кварсхелия. В нашей стране, как и во всем мире, каждый день выявляются новые случаи заболевания COVID-19. Процент тяжело больных остается высоким. На тяжелой стадии организм человека ослабевает, не может бороться с болезнью и возникает реальный риск летального исхода. Если иммунная система не преодолевает вирус, то он в конце концов захватывает каждый уголок организма. Статистика неумолима. В списках умерших все чаще появляются люди младше 60 лет, а за последние двое суток в республике скончались 6 пациентов. В чем же все же дело? В больницах не хватает рук и препаратов, либо коронавирус стал агрессивнее и опаснее. Дело все в том, что они изначально поступают уже в тяжелой степени с рядом сопутствующей патологией. Несмотря на то, что, вот как вы видите и как знаете по данным, которые опубликованы, возраст их относительно молодой. Несмотря на это, то есть многие из них поступают очень тучные. Это ожирение 3-й степени с сердечно-сосудистой патологией изначально, да, заболевания сердечно-сосудистой системы. У многих помимо этого еще и страдает эндокринная система, именно сахарный диабет. Все это является толчковым механизмом для того, чтобы в любой момент больной в период лечения может усугубиться и отяжелеть. Но, как правило, они уже поступают в тяжелой степени, то есть мы уже на этапе диагностирования видим у них двустороннюю полисегментарную пневмонию, соответственно, начинаем их лечить, подключаем все возможные препараты, которые, соответственно, у нас ранее расписаны по схеме. Вот. То есть говорить о том, что нету должного внимания или не хватает медицинского персонала или нету лекарственных препаратов, нет, конечно же, такого нет. Для многих пациентов с острой формой COVID-19 своевременное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких зачастую вопрос жизни и смерти. Однако даже это устройство не гарантирует спасение. Увы, помимо врачей, последние мгновения с умирающими от коронавируса проводят и другие больные. Ведь в реанимационной палате койки стоят рядом друг с другом. Люди часто поддаются паническим атакам, страху. Нередки случаи, когда пациенты задыхаются при виде кончины соседа по палате. На 4-м этаже Гудоводской ЦРБ буквально, вот как вы знаете, недавно у нас скончался пациент. И все это происходило как бы в палате, все очень быстро наросло. Начали оказывать ему помощь, и, соответственно, рядом лежали пациенты другие. Помимо того, что мы закрыли ширму, они еще и сами ко всему, плюс ко всему отворачиваются. Пациенты, которые находятся в одной палате с усугубившимся пациентом, кому мы оказываем помощь и пытаемся вернуть к жизни, ведут себя очень мужественно и достойно. Да, несомненно, присутствует тот факт, когда, к сожалению, пациенты умирают, и сосед по палате это видит. Но хочу отметить, что при необходимости, конечно же, подключаем психологов, есть номера специалистов, которые могут проконсультировать, поговорить.
Вот. В этом такой вот острой какой-то нужды, конечно же, нету. Тем не менее, наверное, психологами выступаем в большей степени и мы, как врачи, которые оказываем помощь уже и после того, как такой инцидент имел место быть. Мы часто разговариваем с пациентами, подбадриваем их. Это, несомненно, дает им сил и динамика налицо. Ну и, соответственно, вся необходимая лекарственная терапия, которая им необходима, они получают. Уже долгое время из-за эпидемии коронавируса царит напряженность. Новости о последствиях этой коварной болезни кажутся бесконечными. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей, особенно тех, кто страдает различными душевными расстройствами. По словам врачей, заболевание поражает сосуды, страдает свертываемость крови, что приводит к тромбозам и существенно повышает риск инсульта. Еще одна, не менее важная причина большого количества тяжелых больных – самолечение. Это противопоказано при любых заболеваниях, тем более при коронавирусе. Последствия, тяжелые осложнения и реальная опасность для жизни. Вот почему призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких остается актуальным. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение. 12,5 тонн лома черного металла на сумму 117 миллионов 830 тысяч рублей экспортировано предприятием «Абхазавторесурсы» за 6 месяцев 2020 года. Прибыль составила более 13 миллионов рублей. Итогом деятельности РУП «Абхазавторесурсы» за 2020 год посвящалось рабочее совещание в Минэкономике. Директор предприятия Раули Какалия и его заместитель Беслан Квициня представили отчет о финансово-хозяйственной деятельности, а также рассказали о планах на первое полугодие 2021 года. Репортаж совещания смотрите в рубрике «Амши-Юкшара Яцу» после выпуска новостей. Сумма начислений таможенных платежей за январь текущего года составила 111 миллионов 800 тысяч рублей. Месячный план выполнен на 109%, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас начислено на 14 миллионов рублей больше. По данным Министерства сельского хозяйства Абхазии, в этом сезоне собрано и реализовано рекордное количество урожая цитрусовых. В интервью нашей программе первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джиопо подвел итоги и поделился планами на предстоящий сезон весенне-полевых работ. Репортаж Али Китрапш. Мандарины в Абхазии – одна из главных сельскохозяйственных культур. Почти все собранные цитрусовые идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они практически не остаются. Высокая урожайность цитрусовых в 2020 году обусловлена тем, что в хозяйствах в полном объеме проводились необходимые агротехнические и защитные мероприятия. Кроме того, немаловажную роль сыграли благоприятные погодные условия. Так, по данным Министерства сельского хозяйства, за 2020-2021 урожайный сезон на экспорт реализовано более 53 тысяч тонн мандаринов. Это очень много для Абхазии, я имею в виду, потому как если считать, что в советское время, когда все работало, около 70 тысяч тонн вывозили за пределы Абхазии. Орех 2260 килограмм, хурма 819 тысяч, фейхоа 1000 с лишним, киви, он как-то меньше спрос имеет, и поэтому особо не было. Но вот все это, я думаю, что сказывало на то, что мы посчитали, если брать среднюю цену за мандарины, скажем, которые были перевезены за пределы Абхазии, 43 тысячи тонн до Нового года, то крестьяне смогли продать, начиная от 25-20 до 40 рублей. То есть в среднем, если 30 рублей брать, то где-то 1 300 000 000 рублей – это то, что крестьяне заработали, которые собрали урожай и продали. То есть не имея в виду предпринимателей, которые занимались перевозкой, или тех, кто занимается на границе перевозкой, закупая на этой стороне, перепродают на той стороне. Стоит отметить, что при перевозке сельхозпродукции, в частности цитрусовых, через абхазо-российскую границу люди сталкивались с некоторыми трудностями. Российская сторона выполняет предписания Евразийского соглашения, где определены виды и категории товаров, их тоннаж и стоимостная величина, которые разрешены для беспрепятственного ввоза на территорию страны. Так, на любой вид фруктов и цитрусовых установлена норма не более 25 килограмм на человека. И, конечно, когда крестьяне вывозили на личном транспорте груз, превышающий эту норму, российские таможенники возвращали их обратно. Кроме того, уже на российской стороне большегрузы вынуждены были стоять по несколько дней в очередях. После переговоров правительств двух стран ситуация улучшилась в разы. Проблемы были в том, что
сама граница имеет какую-то мощность перевозки, то есть свои параметры, сколько она может машин в день пропустить, то есть за сутки пропустить через границу груженных, потому что там не только же мандарины, там и вся остальная продукция идет, и поэтому нагрузка была большая, но мы смогли организовать предприятия, которые занимались внешнеэкономической торговлей, и они здесь уже в Абхазии организовали свои посты, где они оформляли весь документ, пакет документов и машины практически уже на абхазской стороне, чтобы не было очередей, попадали сразу на российскую сторону. Там они тоже пошли навстречу после некоторых проблем, которые появлялись, и после того, как вмешался и президент, и премьер-министр, со своими коллегами связались, и потом мы уже здесь на месте решали с коллегами, представитель таможенного комитета здесь вот России находился в Абхазии, занимался этим вопросом. Одним словом, все это сказало, что мы смогли перевести. Это 53 тысячи тонн, это большое количество через границу перевести за 2 или 3 месяца небольших. Как известно, на последнем в прошлом году заседании сессии парламента депутаты не утвердили республиканский бюджет Абхазии на 2021 год. Согласно проекту закона, на развитие сельского хозяйства предлагалось выделить 100 миллионов рублей. Но в ходе обсуждения некоторые депутаты предлагали перенаправить часть средств на ремонт воздушной линии Ачгуара. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу рассказал, что в министерстве есть ведомственная программа, в которой расписано, куда и на что будут направлены средства. В Минсельхозе надеются, что бюджет будет утвержден в полном объеме. Я не скажу, что парламентарии не понимают этого. Кто из них не высказывал, что сельскому хозяйству не нужны эти деньги. Просто были проблемы с энергетикой, проблемы с пандемией связанные. И они искали деньги, вот какие можно у кого-то немного забрать, чтобы решить проблему, например, энергетики, связанные с ремонтом Ачгуары-2 и все остальное. Но в связи с тем, что эти средства каким-то образом руководство Абхазии находит без бюджета, то мы сейчас вот вроде имеем с парламентарии сейчас будут рассматривать, надеемся на то, что эти 100 миллионов, которые отпущены на развитие сельского хозяйства правительством, руководством бюджета, и утвердят парламентарии. Вроде мы об этом договорились, они это понимают, знают, что и сельское хозяйство, и селу нужны эти деньги. Это не такие большие деньги, чтобы сказать, что можно на это развить сельское хозяйство в Абхазии. Но это небольшой стимул, это небольшие деньги, которые можно пройти в село с проектом. И мы под эти 100 миллионов имеем ведомственную программу, где вот здесь вот пошагово, по рублям указано, на какие мероприятия, на какие отрасли эти деньги пойдут и каким образом будет это приниматься. То есть здесь и растениеводство, рыбное хозяйство, переработка, небольшие линии в селах предусмотрены. Ну, все, что касается вот то, что необходимо сегодня, изучились вместе с специалистами. После утверждения бюджета Министерства сельского хозяйства и его руководители намерены выехать в районы со специалистами и вместе с главами сел обсудить пути реализации программ. А уже с наступлением весны, как и в предыдущие годы, приступят к полевым работам. Мы сможем, наверное, помочь как-то подготовить МТСы наши, чтобы они смогли поработать. Но вот техника, в основном, она присутствует на наших машино-тракторных станциях. Мы с ними разговаривали, собирали их, они готовы, техника готова. В 2020 году была большая группа с Министерства сельского хозяйства России, они изучали вот перспективы развития сельского хозяйства в Абхазии. И в плане техники было утверждено, что количество техники, именно они готовы были нам помочь с техникой, тех же вот белорусы для вспашки, но исходя из наших площадей и то есть то, что может трактор обработать, то количество тракторов у нас хватает. Другое дело, как их содержать, каким образом. Вот, если мы получится, если бюджет будет утвержден, мы каким-то образом попробуем с запчастями помочь в первое время. Там колеса и орудия, сельхозорудия, вот тракторам прицепные, навесные. Вот таким образом, если сможем помочь, дальше они сами справятся, я думаю. Цены повышаться не будут, переработку за вспашку и все остальные, они остаются на тех же уровнях, они приемлемы, хотя кто-то считает, что это дорого, но они намного ниже, чем в других странах и вообще. Также с наступлением тепла Министерство сельского хозяйства возобновит обработку химикатами цитрусовых и плодовых насаждений для защиты от мраморного клопа и грибковых заболеваний. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол «Россия, Абхазия. Туризм и гостеприимство». В его работе принял участие глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишпа, находящийся в эти дни в Москве с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. По завершении мероприятия Министерство туризма Абхазии и Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому абхазская и российская стороны будут создавать благоприятные условия сотрудничества, способствовать защите прав потребителей туристских услуг и содействовать развитию отношений между общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере туризма. Стороны также собираются проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристических инвестиций. В связи с экономической нецелесообразностью и неэффективностью дальнейшей деятельности приказом генерального директора Рубчерноморэнерго Михаила Логуа от 2 февраля ликвидирован филиал «Энергосбыт» Рубчерноморэнерго, сообщает пресс-служба ведомства. Результаты рейдовых мероприятий по выявлению криптоферм и майнинг-оборудования были обсуждены на очередном заседании Сухумского оперативного штаба по борьбе с незаконной деятельностью объектов по добыче криптовалют. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Начальник СОЭС Тимур Джинжоля доложил, что в ходе проверки частных домов на улицах Титова и Арцах были найдены подключения без необходимых разрешительных документов по техническим условиям отпуска электроэнергии, а также не установлены приборы учета расхода. Мы промониторили 2 улицы, это значит улица Титова и улица Арцах, где были найдены люди, которые подключились без технических условий. Кто-то имел технические условия, но не имел приборы учета. В общем, все эти акты выписаны, находятся у «Энергосбыта». Вся база данных по оплате, приборам учета, техническим условиям предоставления электроэнергии находится у «Энергосбыта» Черноморэнерго. Проверяющие группы берут с собой распечатку информации по данной улице и на ее основании проводят инспекцию. Глава города Беслан-Эш попросил усилить работу по выявлению трехфазного подключения, так как это первый признак того, что, возможно, в доме стоят майнинг-аппараты. Если мы видим, что 3 фазы заходит, приглашаете или смотрите по базе, есть у него разрешение или нет, зовете владельца, объясняете, проводите работу, может он самостоятельно сможет отключиться, я не знаю, как и подключился. Если нет, значит надо как-то эту ситуацию решать на месте. Навстречу можно пойти тогда, когда какое-то производство стоит, когда правильно объект работает, он подключен 3 фазы, он ждет, там Черноморэнерго что-то еще там дорабатывает какие-то вещи. А там, где нет мощностей и нельзя, и нет тех условий, что там делать 3 фазам. Начальник СОЭС заметил, что на сегодняшний день практически никому не выдается разрешение на подключение 3 фаз. Мы сейчас говорим о обычной бытовой трехфазке, то от этого я отказался. На сегодняшний день не выдаю, во всяком случае, справку. Ограниченно очень выдаю, так скажем. Почему, тоже скажу. Когда у человека появляются 3 фазы в доме, они загружены, это возможность для подключения сегодняшних майнингов. Это все соразмерно к площади дома. Понимаем, что на 200-300 квадратов одной фазы не хватает. Если у человека обычный стандартный дом 80-100 квадратов, то одной фазы вполне. Мэр также поручил замглаве администрации Автандилу Сурманидзе провести дополнительные встречи с руководителями домоуправления, еще раз напомнить им о персональной ответственности за невыявленные на их участках криптофермы. Если после этого милиция выявит там, где они прошли, что-то объявится, значит они будут нести персональную ответственность. Еще раз повторяю об этом. Беслан-Эш отметил, что президент поручил выяснить состояние безопасности подстанций по городу Сухум, насколько они защищены от постороннего проникновения во избежание несчастных случаев. Глава администрации поручил в 2-недельный срок подготовить предложение по установке системы видеонаблюдения на подстанциях. Минимум на станции на одной от 3 до 4 дверей, то есть мест таких, через которые можно было бы попасть. То есть нам надо понимать, там, наверное, по каждому надо посмотреть. Ты же не будешь на одной станции 3-4 камеры ставить по всем дверям. Да, может сигнализация просто обойтись. Электроника, когда срабатывает, попадает на пульт. И вот эту систему надо тоже продумать. Постарайтесь там недели 2 взять на все про все. Доступ людей, чтобы туда был ограничен. Только тех, которые имеют на это право, полномочия и доступы. Мэр просил промониторить, есть ли нарушения эксплуатации на частных подстанциях, собственниками которых являются юридические фирмы и физические лица. Элана Какаля, Амра Амичпа, Давид Авицпа, пресс-служба администрации города Сухум.
Прошло 78 лет со дня окончания битвы под Сталинградом. 200 дней и ночей солдаты советской армии сражались за свою родину. Ожесточенные бои шли с 17 июля 1942 года, а 2 февраля 1943 советские войска прогнали немцев из Сталинграда. Наша соотечественница, кавалер ордена Красной Звезды Валентина Шульгина, участница Сталинградской битвы. Валентина Ефимовна вспоминает о трагических и вместе с тем героических событиях с большой болью. Несмотря на прожитое, Валентина Ефимовна остается открытым и позитивным человеком. Общаться с ней одно удовольствие. Журналисты используют для этого любую возможность. Вот и наш корреспондент Кугуца Вардания не упустила такой шанс. Исписанная аккуратным почерком тетрадь – это не просто предложения, сложенные в захватывающую повесть, а часть истории. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина записала сюда все свои воспоминания о далеких и тяжелых днях Второй мировой. Давно отгремели бои Великой войны, а со времен битвы под Сталинградом прошло уже 78 лет. Но Валентина Ефимовна хорошо помнит те события. Ну разве можно забыть? Не только я, весь народ вспоминает эту Сталинградскую битву. Это было такое время, что Сталинград, когда по Сталинграде мы победили и пошли дальше на Курско-Орловскую дугу, то весь мир понял, что уже немцам не бывать в стране, что немцы уйдут. И они обязаны уйти были, потому что их не дали пощады. В Омске формировалась наша дивизия 62-я, Чуйкова, 284-й полк. Я была командиром взвода санитарного взвода. Из Омска Валентину Ефимовну и ее друзей направили в Сталинград. Почти сразу же они оказались в центре ожесточенных боев. Мы еще не успели развернуться, как нас уже немецкие бомбардировщики накрыли своей стрельбой. И, и вот так начались, на моих глазах умирали женщины, дети, старики. Все это отлагалось раньше в нашей памяти так. А нам, женщинам, было очень тяжело, девушкам, потому что мы вытаскивали по 120 человек раненых в день. Да еще кроме этого мы еще должны были раненого вытащить, еще его карабин, потому что это еще мало было. И так шли наступательные бои, оборонительно-наступательные бои. Немец рвался в бой, но и мы не отступали. Бойцов, которые легли на дне Волги, не счесть, рассказывает Валентина Ефимовна. Она и ее взвод были переброшены на другой берег Волги к Мамаево-кургану, где они оказались лицом к лицу с врагом. Ожесточенные бои шли день за днем, пока не пришла помощь. Когда пришли «Катюши» к нам пришли, и приехал... Громов был такой раз, Громов был командующий. Они уже, немцы, поняли, что им надо уходить. Но вели все равно страшные ожесточенные бои шли. Все время, день и ночь, все время это непрерывно. И в конце концов немец пошел отступать. Даже несмотря на то, что немец понимал, что он проиграет эту битву, сдаваться он не собирался, вспоминает Валентина Ефимовна. И все же враг отступил. Бои были очень кровопролитные. Очень много людей погибли за эти месяцы. Но Валентина Шульгина и в этом ужасе находит теплые воспоминания. В моей памяти на всю жизнь осталось, когда перед уходом уже из Сталинграда, 1942 год, нам подарили маленькие посылочки. И в этой посылочке были варежки от бабы Маши. Фамилию я сейчас уже не помню ее, но эти варежки согревали меня всю до самого Берлина. Я прошла Курско-Орловскую дугу, Польшу, Венгрию, Чехословакию, а потом перед самым взятием Берлина нас перебросили в Калининград. Тогда-то не Калининград был, это немецкий город. Такие были там укрепления. А оттуда за одну ночь нас кинули на Берлин. И там взятие Берлина. Там моя подпись есть на доске, на этой самой. Сейчас уже, может быть, нету. Стерли все уже это самое. Я думаю, что есть. Да, я была после войны один раз в Берлине. Отправляли меня через военкомат. Увидели свою подпись? Тогда видела.
Тогда видела. В Абхазии Валентина Шульгина живет с 1973 года. Она переехала сюда вместе с мужем. Здесь у семьи родились двое детей – сын и дочь. Сын и муж уже ушли из жизни. Дочь и внуки навещают ее часто. Приходят каждое утро и вечер. Уехать из Абхазии Валентина Ефимовна даже не думала об этом. Абхазия – это родина моя. Я считаю Абхазию своей родиной. Я уже здесь прожила всю жизнь. Утро у ветерана начинается с маленькой зарядки, а затем огород. Зелень, помидоры, лимон, яблоня и айва. Это все Валентина Ефимовна посадила сама и ухаживает за деревьями тоже сама. А ведь в ноябре она справит свой 100-летний юбилей. Несмотря на мирное время, сегодня Валентина Ефимовна говорит, что и после войны она жила войной. Битву под Сталинградом вспоминает часто. Сейчас Сталинград, Волгоград, цветущий город, рассказывает Валентина Ефимовна. Последний раз она была там в 2013 году. Воспоминания о каждом визите в этот город записывает в эту тетрадь. А еще в дневнике Валентины Ефимовны стихи. И они тоже о войне и о мире. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года тяжелой, изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах. Придет она, победная пора. Нас не страшили вражеские бомбы, нас не странили вражьи лагеря. Гугут Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Больше 2 лет в Абхазии работает благотворительный фонд «Доброе дело», который помогает людям с тяжелыми заболеваниями. Некоторые подопечные фонда уже получили медицинскую помощь и проходят реабилитацию. Другие с надеждой ждут своей очереди. Несколько историй о подопечных «Доброго дела» в репортаже Эсмы Гуладзе. Этот жизнерадостный малыш – годовалый Эраст Гамгия. Глядя на него, и не скажешь, что у ребенка есть проблемы со здоровьем. В 4 месяца врачи поставили ему диагноз – острый пилонефрит. Сначала родители малыша обратились за помощью в Минздрав республики, а те, в свою очередь, связались с краснодарскими медиками. Но, как оказалось, в Краснодаре нет необходимого оборудования для проведения сложной операции. Помочь малышу смогли только в Москве. Нам сказали, что вот так есть благотворительный фонд «Доброе дело». Обратитесь, вам там помогут. Там человек хороший. Вот, Картава Энрик. Вот обратились мы к ним. И он нам, конечно же, помог. Спасибо ему огромное. Выехали 14 ноября. Мы там побыли, очередь свою ждали. Вот, когда у нас уже очередь, когда дошло, вот мы легли в больницу. Необходимая сумма на операцию была собрана благодаря помощи неравнодушных людей. Часть средств оплатил Минздрав республики. Сейчас маленький Эраст чувствует себя хорошо. В клинике сказали, что для полного выздоровления через год потребуется еще одна операция. А пока Эраст с удовольствием резвится во дворе и играет с сестрой. А вот еще одна семья, в которой также 2 детей. Но здесь помощь требуется кормильцу, отцу семьи. Дело в том, что 1,5 года назад Ираклий Габлая стал жертвой ДТП и получил множественные тяжелые травмы. После этого, видимо, нога плохо, кость зажила. Там было много переломов, порядка 10-11 переломов. Вот в одном месте кость плохо, видимо, зажила, и в результате чего он сломался. Штифт вместе с костью, с ногой. Здесь мне сказали, что ничем помочь не можем. Требуется выехать за границу, в данном случае в Москву. Я обращался в республиканскую больницу, сказали, мы здесь не можем. Из-за того, что не имеют инструмент, как я понял, чтобы достать сломанную железку. Ираклий обратился в благотворительный фонд «Доброе дело», который собирается помочь ему. Организация сотрудничает с московскими клиниками, куда и отправляет своих подопечных. С работы связались с клиникой. Что это за клиника? Это ЦИТО в Москве. Центральное травматологическое отделение там есть в Москве. Ну, кто это, все знают про эту клинику. Мы хотели в Пирогово, но там сказали лучше. Сейчас в среду будет консультация, нам скажут и объявят, какая сумма нужна и где на операции назначить.
И тогда мне придется его сопроводить, он сам не может поехать, я с ним полечу, сделаем операцию, привезем. Энрико Ортава основал фонд после того, как потерял дочь, чье больное сердце так и не дождалось помощи. Помочь фонду и внести свою лепту может любой желающий, проживающий как в Абхазии, так и за ее пределами. Для этого нужно просто отправить СМС со словом «помощь» на короткий номер 5511. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте фонда «Доброе дело». Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 3 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.